марте 1920 года произошло событие, которое с полным на то основанием может считаться историческим и в судьбах ингушского народа, и в судьбах других народов Терской области. По сути дела, завершилась гражданская война на Северном Кавказе, и была освобождена территория Ингушетии и всей Терской области от деникинской оккупации, которая продолжалась с февраля 1919 года и стоила больших жертв, разрушения, страданий и лишения ингушскому народу, другим народам Терской области, которые оказали сопротивление деникинскому нашествию. Ингушские партизанские отряды сыграли важнейшую роль в освобождении Владикавказа, который был политическим, экономическим, культурным центром Ингушетии на протяжении всех предшествующих и последующих десятилетий. Партизанское движение в Ингушетии началось сразу же после вторжения деникинской армии в январе-феврале 1919 года, после того, как в ожесточенных боях под Далаковым, Кантышевым, Кискемом, Сидахом зимой 1919 года, нанеся противнику большие потери и значительно задержал его продвижение по территории Терской области, ввиду неравенства сил Ингушетия вынуждена была согласиться на пропуск через свою территорию деникинских войск. В тылу у Деникина началось и с каждым месяцем разгоралось, росло и ширилось партизанское движение. Его рост и усиление привели к очередному витку карательной активности деникинцев летом 1919 года, ожесточенным боям за аулы Акажева, Сурхахина, Суркорт, которые были практически дотла сожжены, население которых ушло в предгорные леса, значительная часть которых влилась в партизанские отряды, в том числе такие крупные партизанские отряды, как соединение Хизира Арцханова, Азама, Индиева, Ахмеда Габиева и других, которые вели боевые действия в тылу деникинской армии, нарушали ее коммуникации, сковывали значительные силы. То, какое значение имели эти события, об этом говорит то, что, допустим, сам Ленин упомянул об этом в своем выступлении перед рабочими Питера в июле 1919 года, спустя несколько недель после этих событий, сказал о том, что на Кавказе горцы, доведенные до крайности притеснениями и произволом деникинцев, бросившись на их лучшие полки, обобрали, как он выразился, лучшие полки Шкуро и сковывают сейчас лучшие соединения деникинской армии у себя в горах. Вот, приблизительно вот такого содержания речь произнес лидер большевистской партии. То есть эта цитата свидетельствует о том, какое значение имели события на Северном Кавказе, какую роль отводили большевики этому региону, тем более здесь действовал их эмиссар, один из виднейших и наиболее авторитетных членов большевистского политбюро, Сергей Орджоникидзе, которому удалось установить очень тесные доверительные отношения как с лидерами ингушского движения революционного, так и с простыми ингушскими массами, среди которых он пользовался огромной популярностью и любовью. К началу 1920 года ситуация в Терской области стала критической для деникинцев. Действия партизанских отрядов фактически парализовали их тылы. Они контролировали практически только Владикавказ и спешно готовились к отступлению. Тот же отряд Хазира Арцханова нависал над Дарьяльским ущельем, над военно-грузинской дорогой.
И есть сведения в архивных документах, встречаются упоминания о том, что командиры белых подразделений, которые выводили свои войска из Владикавказа на Тифлис, иногда вынуждены были вступать в прямые контакты с отрядами партизан, в частности с отрядом Арцханова, и договариваться с ним о пропуске. Как правило, взамен они оставляли оружие, во всяком случае часть оружия. И, кроме того, во Владикавказе после оставления его белогвардейцами были захвачены большие трофеи, вплоть до бронепоездов. Орудия, пулеметы, огромное количество военного снаряжения, которое предоставляли страны Антанты для Деникинской армии. Но в то же время обращает на себя внимание, что несмотря на требования некоторых большевистских лидеров полностью перекрыть военно-грузинскую дорогу и не пропускать белогвардейцев в сторону Тифлиса, ингушские партизаны не стали этого делать. И вызвано это было, очевидно, не только нежеланием лишних потерь со своей стороны, но и нежеланием кровопролития излишнего в рядах белых, учитывая характер войны. Война была гражданской, и с белогвардейцами уходило большое количество гражданского населения. Семьи офицеров, владикавказские обыватели, беженцы, которые в захваченных красными территории пребывали в Владикавказе. И так или иначе, 22 марта уже Владикавказ был оставлен белыми, и туда вошли отряды ингушских партизан, а затем и отряды Красной армии вместе с кабардинскими, остинскими отрядами. Но первыми отрядами, вошедшими туда 22 марта, были как раз ингушские партизанские отряды. А уже 4 апреля в Терскую область прибыли Киров и Орджоникидзе, провозгласившие официально об утверждении советской власти в регионе. Сделали они это в Назране на митинге, многотысячном митинге ингушского народа, который там собрался. И вот с этого момента, можно сказать, начинается советская эпоха в истории Ингушетии, да и, в общем-то, в истории Северного Кавказа в целом, в всяком случае, центральной части Северного Кавказа.